Добрый день, дорогие участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Мы, как организаторы Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам Республики Саха-Якутия, приветствуем вас в этом красивом, светлом зале. Похлопаем. Мы очень рады вас видеть. Вы все являетесь победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по своему предмету. Поэтому имеете возможность выступить сегодня-завтра на региональном этапе и защитить честь своей школы, своих районов, городов и, конечно, защитить свое имя, победителя муниципального этапа. Олимпиада у нас проводится по 22 предметам. Организаторами является, как вы видели, Министерство просвещения Российской Федерации. Эта Олимпиада является самым престижным, потому что эта Олимпиада собирает, объединяет все предметы школы. Мы не проводим Олимпиаду по итальянскому и испанскому языкам. Здесь лого вашей Олимпиады. Посмотрите, это знак СОС, да, в телефоне. То есть это означает, что вы являетесь спасателями, скажем, да. Вы можете спасать людей, когда поступает вот такой сигнал. В этом году вы победили, вот посмотрите, сколько человек вы победили. На школьном этапе, на Олимпиаде в республике, именно на нашей территории, принимало участие более 78 тысяч школьников с 4 по 11 класс. Далее победители выступили на муниципальном этапе. Это 23,5 тысячи школьников уже с 5 класса. И на региональный этап были приглашены 1711 школьников, победителей и призеров муниципального этапа. Но есть очень много отказов, поэтому вы, сегодня сидящие, вошли в число 1072 школьника у нас будет, участников в этом году. Похлопайте друг друга. Как вы видите, значит, победителем и призером сегодняшней Олимпиады, сегодняшней и завтрашней Олимпиады будет не более 45% участников от общего числа. Если вас 61, то, значит, сколько будет 45%? Это где-то 28 человек. Но нужно набрать, чтобы стать победителем, баллов выше 50%. Так, на заключительный этап поедет, мы планируем около 30 школьников по всем предметам, а так на заключительный этап проходят те, кто набрал необходимое количество баллов, утвержденных приказом Министерства просвещения. Вы, наверное, новость слышали. Вчера уже была утверждена первая группа предметов, в которых известны проходные баллы по 9 предметам. И, значит, сверившись со своими итогами, у нас получилось 3 поедут те, кто набрал проходные баллы, и 4 школьника поедут по праву региона, то есть по квоте. Квота считается таким образом. На один предмет выдается только 1 квота. И получит ее обучающийся, имеющий максимальный процент от проходного балла, имеющий максимальный процент
баллов, долю или баллов, да, от проходного балла. Вот, поэтому там какой класс поедет, 9 или 11, мы никак не можем выбрать, потому что это все будет считаться по формуле. Значит, у нас в республике оказывается огромная поддержка для того, чтобы мы, наши школьники, занимались интересующими их предметами и принимали участие в олимпиадах. Как вы видите, по каждому предмету создаются предметно-педагогические комиссии, предметное жюри, оргкомитет олимпиады создается обязательно при Министерстве образования и науки республики, проходит, значит, на базе Малой академии наук или на базе других школ, университета, учебно-тренировочные сборы, различные программы образовательные, конкурсы, турниры и так далее. Вы, наверное, знаете наш сайт lensykrай.ru. В нем в разделе «Всероссийская олимпиада школьников» по, значит, там разделам есть вся информация, которая вот по олимпиадам, которые у нас вообще есть, новости и так далее. В Малой академии наук, к сожалению, мы по основам безопасности жизнедеятельности не проводим сборы, и так как у нас нет специализированных тренеров по этому предмету, вообще и кадров в республике, можно сказать, такого универсального кадров нет, но есть опыт участия, то есть проведения, да, такой подготовки у ваших учителей, которые вот рядом с вами сидят. Значит, сами знаете, олимпиада ваша составлена из многих-многих разных направлений, которые вот показывают всю жизнедеятельность человека. Это, чтобы подготовить к вашей олимпиаде, нужно привлечь очень много специалистов разных учреждений. МЧС, МВД, пожарные, спортсмены и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вы лучше меня знаете. Тут, значит, мы хотим вас информировать, чтобы девятиклассники, десятиклассники знали, да, что дает олимпиада. Во-первых, вот сперва идет заключительный этап. Как я сказала, на заключительный этап попадают те, кто получил квоту или набрал необходимое количество баллов. И когда участник становится победителем или призером заключительного этапа, то этот школьник получает право поступить по своему направлению в любой вуз Российской Федерации. Также с 23-го года, с прошлого года, такие дети будут получать премию. Победитель 500 тысяч рублей, призер 100 тысяч рублей. И они будут претендовать на грант президента Российской Федерации, если поступят на бюджетное место и именно по направлению своего предмета. Так, региональный этап. Это то, что сегодня-завтра, да, итоги вашей работы сегодня же завтра. Грамота будет давать вам дополнительные баллы при поступлении в вузы. Но для этого нужно точно знать правила приема вот в интересующий вас вуз. Далее, 9 и 10 классы, которые сейчас, да, в текущем учебном году, они будут рекомендованы на стипендию главы республики. Это елка главы республики. Есть здесь кто по итогам олимпиады прошлого года, который побывал на елке главы? Поднимите руки. Вот. У нас достаточно человек. Да? И столько же человек, может быть, попадут и в 2024 году. Далее вы можете попасть с этой грамотой или сертификатом участника в всероссийские детские центры «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена».
Во всех этих центрах есть квоты республики. То есть вы с вашим достижением можете подать заявку на желаемую смену. Тогда, проходя отбор по своему достижению, вы можете попасть в квоту. Это означает, что у вас путевка будет бесплатная. Как вы понимаете, путевка в эти центры очень дорогая. Она стоит от 100 тысяч и более. Но проезд в этом случае, когда вы попадете, да, отберетесь в эти центры, оплачивают сами родители. Далее, да, у нас есть стипендия Малой академии наук. Это, как в народе говорят, ДЧИЧК, действительные члены и член-корреспонденты Малой академии наук. Вы со своей грамотой тоже можете подавать на эту стипендию. Но в этом году уже сбор заявок завершился, то есть у 9-10 классников есть шанс уже в следующем году. Можете подаваться тоже на эту стипендию. Эта стипендия небольшая, у действительных членов 3000 рублей в месяц в течение 1 года получаете, у член-корреспондентов 2000 рублей, и вы тоже будете получать в течение 1 года. Ну, вот последняя строчка, это для предметов фундаментальных наук. Математика, физика, информатика, химия и биология. Также научно-исследовательская работа, спорт, искусство. Это уже другие гранты. Так, ну, здесь вот, это я уже рассказала, про как попасть в заключительный этап. Мы, ребята, очень верим, на вас надеемся, что сегодня, завтра вы покажете все свои знания. Вы обязательно постараетесь выжать из себя все, что вам дали ваши наставники. Поэтому вот мы начинаем наше открытие всегда с гимнов Российской Федерации и Республики, чтобы вы упорядочили свои мозги, чтобы вы поняли, что все-таки участие в Олимпиаде – это очень ответственно. Так. Посмотрите, значит, на победителей и призеров заключительного этапа 22-23 учебного года. Это те дети, ваши ровесники, которые удостоились вот той чести, про которую я вам рассказала. Сверху справа стоит Беркут Ксения. Она выпускница уже сейчас Якутского городского лицея, стала победителем Олимпиады по истории. Она не просто победитель, она абсолютный победитель среди всех девушек Российской Федерации. Хлопаем. Вот на них надо равняться. Ксения очень много занималась самостоятельно, очень много. 3 раза была на заключительном этапе, и вот в 3-й раз, в 11 классе, смогла победить вот всех девушек. Рядом с ней Букасова Аделина, обучающаяся, тоже уже выпускница. Она училась в средней общеобразовательной школе номер 30 имени Кузьмина города Якутска. Призер по предмету искусства «Мировая художественная культура». Хлопаем. Далее Лена Требина. Она училась в городской классической гимназии, но с 10 класса она уже училась в Сунце СУФУ, в специализированном научно-учебном центре. Стала она призером по биологии. Кстати, вот Лена и Аделина, они выехали на Олимпиаду по квоте. У них не было проходного балла. Дальше Ольга Акимова, школа номер 4 города Ленска. Она сейчас учится в 11 классе. Будучи 10-классницей, стала призером заключительного этапа Олимпиады по технологии.
также в этом году тоже приезжала и выступила на региональном этапе. Нижний ряд, значит, слева Бондаренко Вика. Она сейчас учится в 11 классе, учится в информационно-технологическом лицее номер 24 города Нерюнгри. Вика у нас дважды призер заключительного этапа. 2 раза получила грамоту. Вика принимала участие на Олимпиаде с 8 класса. В 8 классе она уже выступала за 9 класс по предмету физическая культура. Следующий Айтал Захаров. Он, значит, выпустился из физико-технического лицея. Айтал тоже дважды призер заключительного этапа Олимпиады по географии. Тоже 3 раза принимал участие и 2 раза вот привез диплом в свою республику. Также вы про Айтала, наверное, слышали, он дважды стал 100-бальником по математике и информатике. Рядом с ним, значит, с флагом счастливая вот стоит Тарская Георгина, Якутская городская национальная гимназия. Она уже тоже выпускница, тоже 3 раза принимала участие, и вот в последнем 11 классе, последний год, вырвала диплом по Олимпиаде «Физическая культура». Вот на таких детях надо равняться, ребята. Вот. По основам безопасности жизнедеятельности, к сожалению, у нас диплом был в 2015 году. Из Майской школы Ангинского района. Да, девушка наша тоже стала призером. После этого у нас призеров не было. Поэтому мы каждый год с надеждой ожидаем, что вы, наши дети, покажете такой, неплохой результат и, значит, представите свою республику, привезете нам диплом. Постарайтесь, мы желаем вам удачи. Главное, вы немножко себя вот приведите в форму, разбудите, и сегодня вот у вас теория, завтра будет практическая работа. Не спеша постарайтесь сделать то, чему учили ваши наставники. Спасибо за внимание.